Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Камшик Шара» и я ее ведущий Нарсуа Бухба. Мы расскажем о самых важных событиях сегодняшнего дня. И сегодня в выпуске. В республике проходят совместные учения вооруженных сил Абхазии и Российской Федерации. Они носят оборонительный характер. В селе Аракеич сгорела общеобразовательная школа, рухнула кровля, основная часть строения полностью выгорела. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. В Республиканском противотуберкулезном диспансере проведена конференция на тему диагностики и лечения заболевания. В Санкт-Петербурге в Доме журналиста прошел вечер абхазо-абазинской культуры, где были показаны национальные вокальные и танцевальные номера. Состоялась встреча президента Абхазии Аслана Абжаня с председателем Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Ветераны Отечественной войны народа Абхазии» Тимуром Шардановым и руководителем Центра изучения истории и культуры народов Кавказа Абаза Владимиром Пшиноковым. Гости передали Аслану Абжаню подарок от главы Кабардино-Балкарской республики Казбека Кокова – кубок ручной работы, изготовленный специально для него. Аслан Абжаня выразил надежду, что встреча и личное знакомство с Казбеком Коковым состоится в ближайшее время. На встрече с участием вице-президента Бадры Гунба и советника президента по вопросам взаимодействия с ветеранами и добровольцами Северного Кавказа Грисмага Аджинджел обсуждались актуальные вопросы взаимодействия Абхазии и Кабардино-Балкарии в области культуры и гуманитарных отношений. В Абхазии проходят совместные тактические учения подразделений вооруженных сил Абхазии и Российской Федерации. Они носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности республики. О ходе учений в материале Эсмы Гуладзе. Охранение ведет бой с превосходящими силами. Запах пороха, грохот орудий и боевой настрой. Так проходят совместные тактические учения вооруженных сил Абхазии и России. Они носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности нашей страны. Кроме подразделений ВС участвуют также резервные формирования военного времени. Днем и ночью на всех полигонах, а также на незнакомых участках отрабатываются военные приемы и тактики. Особое внимание было уделено практике военных конфликтов с учетом перспективы их развития в будущем. Подразделения выполнили задачи с применением разведывательных и ударных беспилотников, радиоэлектронных средств защиты от аналогичных средств противника. В ходе учений была впервые опробована информационно-телекоммуникационная система управления войсками гарантированной стойкости. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Управление наше, также и личный состав, получила большую практику. В сегодняшний день новые методы проведения учений есть с привлечением беспилотных летательных аппаратов, новые виды ведения боя, новые виды разведки. Военная практика – важнейший элемент повышения боеспособности войск. Проведение учений решает сразу несколько задач. Ведь именно в полевых условиях войска в целом и каждый солдат в отдельности может проявить себя по максимуму. В целом в ходе тактических учений был отработан динамичный характер современных боевых действий. Иробас ялахон абшбет бригада резерв рчидет архтат так иробас азамтанарат мазраз хызгоко архтак бзербзан артиллериям чхуром аршаqa аром ялахно иробаски ويبسدي بروار برجع قال رخنا شو زغزر خسر كوي خرق شو بيخا زيادة شنو محرة وزم زيك ريما درريك وشر زيكرلا خيب زيني عدر بشيت خم تدا ميسز يغرز زيك وبودير تقرا كوي كولازي بزيني شاكو شو زيك خس. Цели достигнуты, силы противника отражены, занимаемый рубеж удалось удержать. От имени министра обороны Абхазии отличившимся бойцам были вручены почетные грамоты и медали. Эсма Гуладзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
В селе Аракич сгорела общеобразовательная школа. К приезду пожарных кровля школы полностью рухнула. Спасателям удалось отстоять несколько помещений на первом этаже, однако основная часть строения полностью выгорела. В школе обучались 76 детей. Решено, что учебу они продолжат в Атарской средней школе. На место пожара выехали министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня и министр просвещения Инал Габле, а также наша съемочная группа. Репортаж Гугуци в Иордании. Пожар в армянской школе в селе Аракич произошел примерно в половине 10-го вечера. Огонь до часу ночи тушили 6 пожарных расчетов. Пострадавших нет. На место выехали министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня, специалисты МЧС, глава Учимчирского района Беслан Бигвава, министр просвещения Инал Габле, депутат Резо Зантария. Удалось частично спасти несколько помещений на первом этаже. Пламя было слишком сильным и стремительным. Пожар был настолько сильным, что многие предметы тлеют до сих пор, а из стен исходит дым. Уцелели только парты и школьные доски. По словам соседей, они не сразу заметили, что здание горит, поэтому к пожарным обратились поздно. Точных данных о очаге возгорания пока нет. По одной из версий, причина пожара – перегрев бесперебойника в компьютерном классе. Первое сообщение поступило 21:55 в Учимчирскую пожарную спасательную часть. Одновременно 3 боевых расчета были не только вызваны, сразу оперативно не выехали, а также мы дополнительно на помощь вызвали Сухумский 1 расчет и 2 расчета с Гулипского района. И я сам возглавил, руководил тушением пожара, и приехал сам министр Квициня. И вот так, было позднее обнаружение и позднее сообщение, очень поздно. Приблизительно пожар возник раз в 21:55, нам сообщили, где-то за 1,5 часа почти был пожар. И действительно пожару можно было присвоить 3-й группы. И как здание само капитальное снаружи, но все перегородки стены, они деревянные. Вот это где-то за 60 лет, по-моему, это здание строилось. Раньше они как строили деревянные, перегородки делали, дранки, оштукатуренные были. Вот поэтому очень было трудно его тушить. В армянской школе в селе Аракич училось 76 человек. Принято решение об их переводе в атарскую школу после весенних каникул. Учащихся будут возить на школьных автобусах. Первый, кто откликнулся сразу на пожар, это был директор атарской абхазской школы и был глава администрации села. И сама обстановка в школе не совсем тоже. На первом этаже есть неполадки, где-то пола нету, электричества. Но это все на себя берет администрация, и отдел образования. И совместно будем, у нас недельный срок, и мы буквально за этот недельный срок приведем в порядок школу, те классы, которые свободны, и в 2 смены мы можем принять детей. Первые откликнулись, это заведующий РОНО Гульрипского района, это Дмитрий Фазлевич. И утром, прям с утра, позвонил заведующий Гудаутского РОНО, Адамур Вадимович. Первый в каком плане содействия? Он позвонил в Гурупческое, МЧС и пытался вызвать пожарную охрану в помощь нашему району. А второй, предложил автобусы, автобусами прислать сюда и доски, и стулья, и парты для того, чтобы процесс учебный не нарушался. То есть у него была такая возможность, и он проявил себя с такой стороны, предложил свою услугу. Глава Учимчирского района Беслан Бигвава поручил в течение недели подготовить все необходимое для продолжения учебного процесса в новой школе. По словам специалистов, школа подлежит ремонту. Несмотря на то, что огонь был сильным, благодаря слаженной работе МЧС стены остались целыми, но затоплен 1-й этаж. Мы рассмотрели возможность перевода детей в атарскую школу. Думаю, это сложности у нас
не вызовет. Детей мало, 76 человек в данной школе учатся, поэтому все возможно сделаем, чтобы дети комфортно смогли перемещаться из одного села в другое. Будет автобус задействован школьный, поэтому, к сожалению, временное решение будет такое, ввиду ситуации. Ну а до начала следующего года, я думаю, все силы надо будет объединить, и государственные, и неправительственные, да, и общественность подключить, чтобы мы в кратчайшие сроки смогли восстановить здание. Школе в селе Аракич более 100 лет. Около 10 лет назад был сделан капитальный ремонт. Теплота, уют. Когда был ремонт сделан? Лет 10 тому назад. Лет 10 назад Да, был ремонт да. сделан. Потом вот сейчас мы в прошлом году тоже сделали. Все двери поменяли, печки дополнительные дали нам. Вот этот вот навес построили. Если хотите, 1 класс целый. 1 класс целый, то есть нижние этажи. Да, потому что у нас во всех классах, да, есть электрические плиты. Но они все выключены, это точно. Дальше я не могу сказать. Министр просвещения и глава Учимчирского района Беслан Бигвава, депутат Резо Зантария посетили школу в селе Атара, куда принято решение перевести учащихся Аракичской школы. Гугу Савардания, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. В Дели в рамках Дней Ассамблеи народов Евразии прошел международный бизнес-форум «Бизнес-диалог на евразийском пространстве», сообщает медиа-центр МИД. С приветственной речью в онлайн-формате перед участниками форума выступил министр иностранных дел Гейнал Арзенба. В своей речи министр отметил роль туристической отрасли как ключевого направления развития экономики Абхазии и что руководством республики уделяется особое внимание развитию туристического сектора. Наряду с этим глава МИД Абхазии отметил заинтересованность во всеобъемлющем развитии отношений с Индией. В Гагарском районе раскрыты 3 преступления имущественного характера. Подробности в материале пресс-службы МВД. В Гагарском районе раскрыты 3 преступления имущественного характера. Обвинение в хищении чужого имущества предъявлено несовершеннолетнему жителю села Псоу. Согласно материалам уголовного дела, юноша 2007 года рождения, действуя из корыстных побуждений, путем взлома замка входной двери проник в дом потерпевшего, откуда похитил бытовую технику, а также огнестрельное оружие и боеприпасы. Заявление, ранее имевшим место преступления, поступило в дежурную часть Сандрипского отдела милиции 28 января текущего года. Однако в ходе следственно-оперативных мероприятий подозреваемый в совершении кражи был установлен и впоследствии задержан. Сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с оперативным составом отдела милиции поселка Цандрипш в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято похищенное имущество, а именно зарегистрированы в установленном порядке в разрешительной системе МВД автомат системы Калашникова калибра 5,45 мм, боеприпасы аналогичного калибра в размере 150 единиц, пневматическое ружье, а также бытовая техника. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 155 и части 1 статьи 221 Уголовного кодекса Республики, проводит следственный отдел УВД по Гагарскому району. Обвиняемый в содеянном сознался и отпущен под присмотр за несовершеннолетним. Жителю города Гал Бурчулая Ливану Лашевичу 2001 года рождения вменяется грабеж, совершенный в крупном размере. Последний, находясь на территории одного из гагарских отелей, открыто похитил сотовый телефон стоимостью 120 тысяч рублей у жительницы города Якутск. Оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого провели сотрудники уголовного розыска и МОП УВД по Гагарскому району. Похищено изъято. Ливан Бурчулай заключен под стражу. Расследование продолжается. Отдел дознания Гагарского управления внутренних дел продолжает расследование уголовного дела по факту кражи, имевшей место в центре города. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами А, Б, В части 2 статьи 155 Уголовного кодекса, предъявлено 4 несовершеннолетним лицам. Подростки 2005, 2006 и 2007 годов рождения путем взлома металлопластиковой двери проникли в магазин по проспекту Владислава Арзенба, откуда похитили терминал для оплаты банковскими картами и бытовую технику, а также 150 новых сим-карт сотовых операторов Абхазии.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий последние были установлены и задержаны сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району. При личном досмотре у молодых людей обнаружены похищенные предметы и изъяты. Согласно постановлению дознавателя, подросткам на время проведения следственных мероприятий избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними. 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Цель даты – привлечение внимания общественности к масштабам этой болезни, способам ее профилактики и лечения. Туберкулез – это распространенное и опасное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, хотя благодаря успехам современной медицины заболеваемость и смертность от него значительно снизилась. По приблизительным оценкам специалистов, около трети мирового населения инфицированы туберкулезом латентной формы. Из них примерно у 10% болезнь рано или поздно переходит в активную стадию. Во Всемирный день борьбы с туберкулезом специалисты Минздрава посетили республиканский противотуберкулезный диспансер и провели здесь конференцию на тему диагностики и лечения туберкулеза. Единственное медучреждение в Абхазии, где лечат больных туберкулезной инфекцией – республиканский противотуберкулезный диспансер в Гулрыкском районе. По данным руководства диспансера, в последние годы число заболевших туберкулезом и выявленных заметно сократилось. В настоящее время в диспансере и в районных пунктах лечения проходят 77 человек. После нашей пандемии COVID-19 даже могу сказать, что уменьшилось. На данный момент у нас на стационарном лечении находится от 25-4 вот так вот человек. У нас приемное отделение, просто оно, как сказать, взящий график, у нас приходит на 3 дня. Обследуем, если наш пациент отправляем по отделениям, конечно, ну какая форма, смотря. А так вот 24 человека где-то у нас на стационаре. Туберкулез – распространенное и опасное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Хотя благодаря успехам современной медицины заболеваемость и смертность от него значительно снизилась. По приблизительным оценкам специалистов, около трети мирового населения инфицированы туберкулезом латентной формы. Из них примерно у 10% болезнь рано или поздно перейдет в активную стадию. Врачи-фтизиатры республиканского противотуберкулезного диспансера ежедневно занимаются изучением, диагностикой и лечением туберкулеза вне зависимости от того, какие органы и системы им поражены. Во Всемирный день борьбы с туберкулезом специалисты Минздрава посетили республиканский противотуберкулезный диспансер и провели здесь конференцию на тему диагностики и лечения туберкулеза. Хочу пожелать вам огромного здоровья. Хочу пожелать, чтобы в ваших семьях все было хорошо, самое главное. И низко поклониться за ваш труд, который оценить, я думаю, просто невозможно. Большое вам спасибо и удачи. Она всегда, доктор, нужна, в том числе помимо знаний. Развитию туберкулеза способствует неполноценное питание, потребление токсичных продуктов. К группе риска относятся маленькие дети, пожилые, больные сахарным диабетом, СПИД и ВИЧ-инфекции. Часто туберкулез никак не проявляя себя на ранних стадиях. При появлении явных признаков он может уже вовсю развиваться, а при отсутствии своевременного и качественного лечения неминуем летальный исход. Вот почему важно проводить своевременные профилактические мероприятия. Лучшей профилактикой туберкулеза является ежегодное медобследование и проведение флюорографического обследования, поддержание здорового образа жизни, физическая активность. У нас есть все условия для раннего выявления туберкулеза, на малых форм туберкулеза, и также и сложных, и достаточно лекарственно сложно устойчивых форм туберкулеза. Наши врачи достаточно большой, хороший опыт имеют с помощью «Врачей без границ». Мы руководствуемся всеми теми рекомендациями, которые признаны запредельными республиками, в первую очередь Российской Федерации, также международными организациями. Применяем среди своих пациентов, они получают препараты гарантированного качества с хорошими результатами лечения, также с хорошими переносимостью. То, что можно отметить за последние годы, за хорошую переносимость, за счет хорошей переносимости, так как лечение пациентов долгое, они приводят, если есть хорошая переносимость, пациента не бросают лечение. Таким образом мы получаем хорошие результаты лечения на уровне выздоровления.
При поступлении пациента в республиканский противотуберкулезный диспансер его направляют в приемное отделение, и он проходит обследование. Здесь же в диспансере есть лаборатория, где проводят необходимые исследования для установления точного диагноза. Делают микроскопию, и у нас еще есть ген-эксперт, который на более точном генетическом уровне выявляет. Я непосредственно делаю общий анализ крови и биохимический анализ крови. Мокрота сдается, и она окрашивается по специальному методу. И через микроскопию проводим микроскопы. Через какое время примерно уже будет? В течение дня. В туберкулезном диспансере 5 отделений, которые разделены по бацилловыделениям БК-, БК+. После того, как станет ясно, в какой форме протекает болезнь пациента, его с приемного отделения перенаправляют в другое. Вот за моей спиной находится МДР-отделение. Там лечение проходят пациенты с открытой формой болезни, и вход для посторонних воспрещен. Лечение больных туберкулезом – длительный процесс, и очень многое зависит от желания пациента выздороветь. И когда ему в помощь создаются условия, это только радует. Лечение больных туберкулезом бесплатное. Минздрав обеспечивает всеми необходимыми медикаментами. 116 человек в 2014 году, 108, самые большие цифры, говорю, в 2015 118 излечились. Потом цифры, конечно, уменьшаются еще из-за того, что уменьшается количество больных выявленных, да. И в 2022 году цифра у нас вылеченных было 60, но и количество больных у нас лечилось гораздо меньше. По данным врачей противотуберкулезного диспансера, некоторые из пациентов бросают лечение и уходят, а они фактически являются переносчиками болезни. Принудительно заставить их лечиться невозможно. У нас слабое место вообще это транспорт на местах, то есть активное выявление больных, которые бросили лечение. И много, да, кто бросает? Не очень много, бывает. но бывает, да. И работа именно в очагах поражения требуется транспорт и персонал, который бы работал, выявлял именно непосредственно где человек живет. Но учитывая наш менталитет, конечно, люди не хотят, чтобы к ним кто-то приезжал и выявлял. Но если мы этого делать не будем, то туберкулез он будет все равно иметь место в нашей жизни. В республиканском противотуберкулезном диспансере все отделения и палаты оснащены необходимым инвентарем. Здесь есть и детское отделение, но нет пациентов, и это не может не радовать. Больных кормят 3 раза в сутки. На завтрак у нас обязательно молочная каша, кисель или какао, сливочное масло, хлеб, булочка. Несколько раз в неделю бывает еще кусочек сыра. На обед у нас всегда первое, второе. То ли первое на мясе, то ли второе идет порционное мясо. Куры. Вечером у нас гарнир. Снова или куры, или колбаска, сосиски, что там есть. Без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. По данным ВОЗ, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирают почти 4500 человек, и почти 30 тысяч заболевают. Вот почему важно своевременное и правильное лечение. Альга Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Германии на площадке известного немецкого бренда Siematic, производителя кухонной мебели класса люкс, прошла презентация Абхазии. Мероприятие организовал представитель торгово-промышленной палаты нашей страны Вольфганг Мацке. На презентации была представлена продукция абхазских производителей: вина и вода Абхазии, Аргун Яшта, Шато Абхазии, Абхазпродукт. Также гости мероприятия могли увидеть фильм об Абхазии и попробовать блюда национальной кухни. Презентацию посетили бизнесмены, представители культурных и политических кругов Германии и журналисты. Содействие в организации мероприятия оказало МИД Абхазии и Генеральное консульство Российской Федерации в Лейпциге. Глава администрации Сухума Беслан Эшба и его заместитель Леон Кварча провели встречу в ТПП Ленинградской области, сообщает пресс-служба столичной администрации. Установление прямого контакта с деловым сообществом Ленинградской области и Санкт-Петербурга стало главной целью визита делегации из Абхазии в северную столицу России. По итогам прошлого года торговый оборот Ленинградской области с Республикой Абхазия составил $3,7 миллиона. Главный морской порт Абхазии, расположенный в Сухуме,
районе имеет пассажирский и грузовой терминалы и может стать привлекательным логистическим хабом для организации транзитных перевозок. Ленинградская область также открыта к реализации многопрофильного партнерства с Республикой Абхазия. В Санкт-Петербурге в Доме журналиста прошел вечер абхазо-абазинской культуры. Мероприятие было организовано региональным отделением Всемирного абхазо-абазинского конгресса. У гостей вечера была уникальная возможность увидеть национальные вокальные и танцевальные номера, а также сказку о попе и его работнике Балде на абазинском языке. Важным событием культурного вечера стало награждение добровольцев из Санкт-Петербурга, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии медалями за воинскую доблесть. О том, как прошел вечер, расскажет Шазина Ханагу. Праздничное настроение, положительные эмоции и теплая дружественная атмосфера. Именно таким запомнился вечер абхазо-абазинской культуры гостям и участникам мероприятия. Оригинальная концертная программа, яркие ритмичные номера национальных танцев, песен и многое другое привели в восторг и вызвали бурю эмоций в сердцах зрителей. И это было совершенно очевидно по их лицам, улыбкам, по блеску глаз и аплодисментам. В рамках вечера абхазо-абазинской культуры у зрителей была уникальная возможность не только услышать, но и увидеть сказку Александра Пушкина о попе и его работнике Балде на абазинском языке. Сказку перевел народный поэт Карачаево-Черкесской республики Али Ионов. На сцене театральный эскиз представили актеры ансамбля «Гардарика» под руководством Андрея Рожкова. Читали сказку Амина и Мадина Экзаковы. А поп мышкыщем тата Ахчала джиб жагуата, ирхаут акыт базарва. Нахавакхацамчик дайкурнас, хапчипкот гихарнас. Да аншати пар балда. Уззупшава ачея хабава, шачзата ючпава. В своем приветственном слове председатель Высшего совета ВАК Муса Экзеков отметил, что подобные мероприятия способствуют единению народа, и это основная цель. Он также выразил надежду на то, что такого рода встречи будут проходить регулярно. Мы получаем много полезного в этом городе, но каждый из нас готов отдавать частичку своего тепла, своей любви, своей культуры, уникальной культуры. И это здорово. Я уверен, что каждый из нас может оставить свою печать в обществе, в котором мы находимся, в университетах, где мы учимся, в коллективах, где мы работаем. А для того, чтобы это все ярко проявлялось, наши вот такие вот встречи, как сегодня, будет помогать этому. Важным событием культурного вечера стало награждение добровольцев из Санкт-Петербурга, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии. По инициативе Мусы Экзекова и руководства Министерства обороны нашей страны к юбилею мартовского наступления медалями за воинскую доблесть были награждены Андрей Эрглис, Владислав Шуднев, Дмитрий Турыгин, Геннадий Тишунин, Сергей Крылов, Сергей Никоноров, Анатолий Громов, Альфред Залялов и Александр Рыжев. В завершении мероприятия Муса Экзеков поблагодарил участников и гостей и отметил, что общение друг с другом – лучший опыт движения вперед. Мы сегодня говорили на родном языке, мы сегодня следовали нашим традициям, нашим культурам. Вы как раз понимаете, когда вот мы слышим барабаны, мы слышим мелодии, ноты, родные мотивы, нас начинает по-хорошему потряхивать. Это внутренняя наша сила. Мы должны научиться вместе, друг с другом, открывать себя. Каждый человек обладает невероятным талантом. И чем чаще мы будем говорить друг с другом, чем чаще мы будем делиться, передавать друг другу свою теплоту, свой опыт, свою любовь, тем быстрее мы будем открываться, открывать свои таланты, раскрывать свои грани. После культурного вечера у представителей абхазо-абазинского этноса была возможность познакомиться поближе и пообщаться в неформальной обстановке. Здесь царила поистине братская атмосфера. Колоссальный объем работы проводит Конгресс.
Это уже несколько лет очень тяжелого, целенаправленного, целеустремленного труда. Огромная масса добрых дел в Абхазии, в России, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Абазаште. И эти дела, они направлены все на то, чтобы мы развивали наше общество, развивали наших людей, чтобы мы сохраняли свой язык, фундамент своих традиций, свою культуру. Очень приятно сегодня было в зале видеть убеленных сединами наших земляков, жителей Санкт-Петербурга, тех, чьи великие заслуги в собирании нашей диаспоры, в складывании ее в Санкт-Петербурге, и молодых ребят, наших студентов. Это большая колоссальная работа в развитии отношений между разными народностями, и когда создаются такие мероприятия, это нас сближает, делает наши отношения только крепче, ближе, и мы получаем колоссальный опыт, мы дружим, знакомимся и делимся своими эмоциями, теплотой. И надеюсь, что это будет также дальше продолжаться, развиваться в правильном русле, как это сегодня было. И я думаю, что это имеет большое будущее. Вечер абхазо-абазинской культуры был организован с целью объединения представителей абхазо-абазинской диаспоры, проживающей в Санкт-Петербурге. Шазина Ханагу, Абхазское телевидение. В связи с прекращением перетока электроэнергии из Российской Федерации и переходом на подачу электроэнергии из Ингургэс, 25 марта Черноморэнерго вводит новый график ограничений. Этот график вы можете сейчас наблюдать на экране, а также на сайте Черноморэнерго. В Сухумской 10-й средней школе прошел конкурс исследовательских работ по истории Абхазии «Помним и гордимся», посвященный 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. В конкурсе приняли участие учащиеся 9, 10, 11 классов всех общеобразовательных учреждений столицы. По итогам конкурса победителями стали Мила Кутарба, 2-я средняя школа, Руслана Допуа, 3-я средняя школа, Айнар Чагава, 5-я средняя школа, Джессика Вартанян, 7-я средняя школа, Нестор Сурманидзе, 10-я средняя школа, Никита Начкеби, 11-я средняя школа и Данил Джинджоли, 13-я средняя школа. С 25 по 28 марта в небе можно будет увидеть парад планет, сообщает Кубань-Информ. В одну дугу выстроятся Юпитер, Меркурий, Венера, Уран, Марс и Луна. Для наблюдения этого явления лучше всего уехать подальше от большого города. Также небо должно быть безоблачным и чистым. Ярче всего планеты будет видно сразу после захода Солнца. Также сообщается, что в конце марта Землю накроет затяжная магнитная буря. Она начнется 24 марта и закончится в первых числах апреля. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни 25 и 26 марта на территории Абхазии временами дождь, густой туман. Температура воздуха ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск Камшев Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.